Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Кого это? Я не извозчик. Я водитель кобылы. Таксист – это особая профессия со своими правилами, сложностями, законами, преимуществами и недостатками. В современных условиях далеко не каждый сможет вращаться в этой атмосфере и чувствовать себя в ней комфортно и, самое главное, безопасно. Таксисты есть в каждой стране мира. О них пишут книги, снимают фильмы, рассказывают легенды. Есть даже профессиональный праздник, который отмечается 22 марта. Именно в этот день, в далеком 1907 году, на лондонских улицах появились первые таксомоторы для перевозки пассажиров, оборудованные счетчиками. Но история перевозок за деньги восходит еще к временам Древнего Рима. Там существовали такси-колесницы с примитивным таксометром из камешков, падающих в специальный тазик на колесе. В XVII веке в Лондоне и Париже кучера на конных экипажах получали лицензию на извоз. Первые моторизированные наемные авто, фиакры, появились во Франции в 1890 году. Но особым успехом не пользовались, так как не было точных тарифов оплаты. В 1891 году немецкий ученый Брюн изобрел первый таксомотор, и ситуация стала быстро меняться. В России автомобили-такси выехали на улицы городов лишь в 1925 году. Работать таксистом у нас в стране довольно непросто, а порой опасно. Оживленное движение в крупных городах и беспредел лихачей заставляют водителей такси быть предельно внимательными. Но в последние годы все чаще им приходится опасаться пассажиров. И не просто пьяных хамов, отказывающихся платить. 16 декабря 2013 года вышел на работу и пропал 35-летний работник одного из казанских такси. Родственники заявили в полицию, была разослана ориентировка. Разыскивается Атабаев Марат Балагалиевич, 1978 года рождения. Работал таксистом на автомашине «Богдан-2110». Ушел из дома примерно в 15 часов. Особые приметы. Татуировка на всю спину дракон, на груди ближе к шее тату бант-бабочка. На среднем пальце одной из рук татуировка в виде перстня. Родственники разыскивали Марата среди безвестных больных в медицинских учреждениях и среди неопознанных трупов в моргах. Но поиски результата не дали. 18 декабря матери Атабаева позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что нашел водительское удостоверение и другие документы ее сына недалеко от Казани, в районе железнодорожной станции 774 километр. Это усилило подозрение в криминальном следе пропажи таксиста. Был установлен владелец телефона, с которого звонили матери пропавшего. Подозреваемого допросили, но ценных сведений он не дал. И при осмотре жилища этого мужчины не нашли вещей, имеющих ценность для уголовного дела. След терялся. Мы стали разбираться, завели разыскное дело, сразу мы поняли, что, скорее всего, его исчезновение носит криминальный характер. Стали работать как по убийству. Такси нам предоставило по системе позиционирования о том, что последний раз его машина находилась в районе поселка Юдино. Естественно, к этому району было привлечено наше основное внимание. Отрабатывался жилой сектор, частный сектор, отрабатывались прилегающие территории, лесопосадки, парки, всевозможные лесные массивы с целью отыскания и следов его исчезновения. В конце января 2014 года при схожих обстоятельствах пропал еще один казанский таксист – Дим Зиязетдинов, 1987 года рождения. 30 января он уехал на автомобиле «Лада Гранта» из дома в 15 часов 30 минут и 31 числа уже на связь не выходил. Следователи установили, что Зиязетдинов работал водителем такси на арендованном автомобиле.
Как пояснил директор предприятия, 30 января примерно в 4-5 часов Зиязиддинов заезжал к нему в офис для решения вопроса о неполадках в двигателе. Потом уехал в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по показаниям с камер ГИБДД был установлен предполагаемый маршрут движения Зиязиддинова в ночь с 30 на 31 января. В 23 часа автомобиль Димы находился здесь, в самом центре Казани. По предположению следователей, именно тут в такси могли сесть клиенты, возможно, совершившие убийство таксиста. В последующем автомобиль Зиязиддинова направился к выезду из Казани. Следователи установили предполагаемый маршрут движения: улица Фрунзе, Горьковское шоссе, озеро Лебяжье, поселок Залесный, поворот на кладбище в поселке Юдино. 3 февраля в 12:45 полностью сгоревшая автомашина «Лада Гранта», на которой ездил пропавший Зиязиддинов, была обнаружена на окраине Казани. Принимая во внимание, что таксист пропал, его абонентский номер недоступен, а автомобиль сгорел, следователи утвердились в версии убийства. Обследовав машину, специалисты нам дали заключение, что, скорее всего, машина застряла, и у нее была неисправна коробка передач. Поэтому мы сделали вывод, что преступники, пытаясь воспользоваться машиной, скорее всего, застряли, и у них произошла поломка машины, они ее бросили и с целью скрыть следы преступления подожгли данную автомашину. И, как я уже говорил, машина последний раз билась уже только в Юдино. В связи с этим мы предположили о том, что преступники, скорее всего, проживают в поселке Юдино. Стали отрабатывать контингент, молодежь, частный сектор. 8 марта 2014 года в 12:35 в дежурной части Юдино раздался звонок. Казанская пенсионерка Лидия Ивановна Шкурак сообщила, что приехала к дочери в поселок Юдино, хотела поздравить с Международным женским днем, но обнаружила окровавленную, искалеченную и полуживую дочь. Она стала пальчиками ног шевелить и пытаться что-то сделать, понимаешь, как бы встать, что ли. Я говорю: доченька, миленькая, рука-то ей так. Я ей говорю: не шевелись, пожалуйста, не шевелись. Я говорю: давай. Она только вот так. И все. Больше я говорю: доченька, миленькая, не разговаривай, ничего, сейчас скорая придет, все. На улицу железнодорожников выехала бригада скорой помощи и полиции. В гостиной на полу вся в крови стонала Юлия Уварова. Из квартиры пропали плазменный телевизор, ноутбук, монитор, фотоаппарат, видеокамера, банковские карточки. Мужа и несовершеннолетнего сына Юлии Уваровой дома не было, и на связь они не выходили. 7 числа сама Уварова находилась вечером на корпоративе, и ей на сотовый телефон стали поступать смски от сына о том, что он катался на лыжах неподалеку, значит, от карьера Юдинского, упал, сломал ногу, ему нужна помощь. Она об этом сообщила мужу, и со слов подруг, якобы муж выехал, значит, за сыном. Далее, исследуя сотовый телефон, там мы обнаружили несколько смс-ок, активная переписка, то есть она пыталась дозвониться до мужа, до сына. Они трубки не брали, но отправляли ей смс-ки о том, что вот пробка, мы едем в травмпункт, в травмпункте очередь, мы сидим, ждем. Но все общение было смс-сообщениями, то есть трубку они не брали. Ну, мы сразу заподозрили, что, скорее всего, значит, их в это время уже не было в живых, а преступники вели переписку с самой Уваровой. Вечером 9 марта недалеко от старотатарского кладбища поселка Юдино обнаружили 2 трупа – 17-летнего Артемия и его отца, 39-летнего Константина Уварова. У обоих были следы многочисленных телесных повреждений. Что связывало все эти преступления? Место расположения. Все следы вели в Кировский район Казани. Маршрут одного из пропавших таксистов терялся в районе поселка Юдино. Трупы семьи Уваровых также нашли на этой территории. 25 марта 2014 года все эти преступления были объединены в одно уголовное дело. Оно было передано в производство в 3-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану. Сотрудники отдела начали работу с выявлением местных жителей, склонных к совершению правонарушений. Проверяли судимых граждан, даже подростков, состоящих на учете в полиции.
Семья Уваровых переехала в этот дом на улице железнодорожников поселка Юдино в 2012 году. Артемий познакомился с соседом, несовершеннолетним Виталием. Как выяснилось во время следствия, Виталий предложил скромному и неконфликтному Артемию свою защиту в решении всех возникающих проблем. Покровительство стоило от 50 до 100 рублей, в зависимости от услуги. Уваров-младший рассказал все отцу. Тот поговорил с предприимчивым соседским подростком, и домогательства прекратились. В полицию Уваровы решили не обращаться. Отрабатывая связи, делая поквартирный обход дома, была получена информация о том, что у сына Артема были проблемы с местной молодежью. Он был должен кому-то денег, у него требовали эти деньги, он от них прятался. Даже то, что родители некоторое время провожали его в школу, чтобы у него не было конфликтной ситуации. Отрабатывая данную информацию, мы вышли на молодого парня, который проживал в соседнем подъезде. Опрашивая его, мы сделали вывод, что он ведет себя несколько неадекватно, очень переживает, волнуется, на простые вопросы не может ответить. Тогда мы сразу для себя сделали вывод, что, возможно, он причастен к исчезновению и к данному преступлению. Отрабатывая его связи, мы вышли на группу, состоящую из 4 человек. Так, время сколько? Организатором и вдохновителем этой группы стал Николай Макасеев. 12 марта 2014 года по подозрению в совершении преступлений были задержаны 21-летний Николай Макасеев, 23-летний Руслан Меметов, несовершеннолетний Виталий и Ренат. На допросах выяснились не только подробности убийства семьи Уваровых. Макасеев признался в убийстве таксистов Атабаева и Зиязиддинова. Из показаний Николая Макасеева. 15 декабря 2013 года я вернулся в город Казань из армии. Проснувшись на следующий день, я думал о том, что нужны деньги на дальнейшую жизнь, и их откуда-то нужно было взять. Тогда я надумал совершить угон какой-нибудь автомашины, чтобы завладеть ею, чтобы в дальнейшем разобрать ее и продать на запасные части, чтобы тем самым получить хоть какие-то деньги. О деталях совершения преступления я не думал, поскольку я решил, что как пойдет, так и пойдет. Об этом я сообщил своему близкому другу, Виталию, 1997 года рождения. Виталий поддержал мой план, сказав: «Давай попробуем». Ему казалось, что самым действенным способом убить человека – это вот вонзить, проткнуть глаза пострадавших, потерпевших отверткой. Вот обязательно оба глаза нужно было проткнуть. То есть вот в этот момент как раз он, когда рассказывал об этом, он с таким желанием, с таким блеском в глазах говорил об этом. То есть ему это нравилось. Макасеев и его несовершеннолетний подельник отправились на охоту. Разработали план действий, вооружились отвертками, битами. В районе железнодорожной станции Адмиралтейская Слобода им приглянулся автомобиль марки «Богдан». Из показаний Николая Макасеева. Я сказал Виталию о том, что нам надо совершить убийство водителя данного такси и отобрать его машину. А если у него будут деньги, то их тоже можно будет забрать. Виталий мне сказал, что, наверное, он не сможет убить человека. Я сказал, что давай попробуем, а там как получится. Виталий договорился с таксистом и сел на переднее пассажирское сиденье. Я сел сзади водителя. Доехали до конца улицы, ближе к лесу. В момент, когда таксист стал переключаться на заднюю скорость, я нанес ему удар отверткой сбоку в кадык. Таксист начал сопротивляться, пытался вырваться, кричал. Виталий в это время сидел на своем месте, ошарашенный, и я нанес еще не менее 15 ударов руками по голове таксиста, чтобы он перестал сопротивляться. Далее я нанес таксисту решающие смертельные удары отверткой в оба глаза. Молодые люди разбогатели на 1000 рублей, что нашли у водителя. Был еще автомобиль ВАЗ-2110, который убийцы припарковали во дворе дома Макасеева. Согласно плану, его должны были разобрать на запчасти. Сначала сняли обшивку салона, сиденья, разобрали приборную панель. Хотели забрать лобовое стекло, но вот незадача. Оно разбилось. Плохая примета, но Макасеев не был суеверным. Более того, он почувствовал вкус крови. Макасеев говорил, что пошел на первое убийство. В принципе, я, может быть, и не думал, что буду совершать данное убийство. Но вот так получилось, и
в последующем я как-то уже был настроен, как бы почувствовал вкус крови, что, ну, как бы так, в допросах мы это не отражали, это просто он мне своими словами уже говорил. Второе убийство таксиста подельники совершили по отработанной уже схеме. Разница была лишь в том, что аппетиты выросли, и они решили завладеть иномаркой. Но водителю отечественной «Лада Гранта» очень нужен был заказ, и он настойчиво предлагал свои услуги будущим убийцам. Мы доехали с ним до того же места, что и с первым таксистом, то есть в конец улицы Вьюжная города Казани. Я в это время наматывал на свои руки веревку, которую ранее приготовил, накинул ее на шею таксиста, и получилось так, что я зацепил его за подбородок, после чего я долго удерживать его не мог, так как он активно сопротивлялся. Виталий в этот момент находился на переднем сидении автомобиля и, удерживая водителя, нанес не менее 2 ударов рукой, сжатой в кулак, в область головы, и достал заранее приготовленный молоток и передал его мне в руки. Далее я нанес данным молотком не менее 3 ударов в область головы и тела таксиста. Таксист оказывал сопротивление, но начал слабеть от потери крови. В этот момент таксист мне начал предлагать деньги. Я спросил у него, сколько у него есть, на что ответил, что 150 тысяч рублей. Я спросил, где. Он сказал, что на банковской карте. При этом он добавил, что может занять еще у знакомых. Я выяснил у него пин-коды его 2 банковских карточек, и мы добили таксиста. Они проехали также к Беляевскому кладбищу города Казани, вытащили труп из машины и закопали его снегом. Данную машину им пришлось бросить, и перед тем, как бросить данный автомобиль, Макасеев его поджег, чтобы скрыть следы преступления. Фактически ничего, никаких денежных средств они оттуда не получили. Страшные, даже можно сказать, зверские убийства не обогатили подельников. Они решили удвоить силы. Так в их рядах появился Руслан Меметов, армейский друг Макасеева, который приехал к нему погостить. Пригласили в долю и еще одного несовершеннолетнего знакомого Рената из малообеспеченной многодетной семьи. Мы прибыли к дому, где проживает Макасеев Николай, собственно, к которому я и приехал в гости. В этом доме происходил первый разговор о предшествующей неделе. Ну, объясняли мне план, то, что у Виталия есть знакомый Артемий Уваров, что он живет богато и что на этом можно неплохо заработать. Ну, сразу объяснили мне то, что придется убить Артемия и остальную его семью. И рассказали, как это можно сделать. В ночь с 6 на 7 марта Макасеев, Меметов, несовершеннолетний Виталий и Ренат решили переночевать в автомашине Меметова у дома Уваровых. Дождались, когда утром Артемий выйдет из подъезда и пойдет в школу. К нему подошел Виталий и предложил приятелю проехать с ним в сторону озера Изумрудное для разговора. Виталий высказал недовольство, что Артемий рассказал о вымогательстве родителям, потребовал искупить вину деньгами. Под давлением 4 человек подросток написал расписку, что обязуется отдать 250 тысяч рублей. После этого Макасеев потребовал, чтобы Уваров позвонил родителям и сказал, что гулял с другом в лесу, повредил ногу и не может добраться домой. Макасеев, Меметов и Виталий жестоко избили Артемия. От полученных травм он скончался на месте. Артем тоже в этом году кончал на Ленинские горы с отцом. Ездили в Москву, и вот ему там очень понравилось. Он говорит, туда учись хорошо. Туда поступать надо, ты знаешь, как учиться? Отлично. Вот он взялся учиться, и на тебе. Юлия Уварова была на работе. Коллеги отмечали 8 марта. За сыном в лес поехал отец. В лесу в машину к Константину Уварову подсел несовершеннолетний Ренат. Потом Уваров-старший увидел еще одного человека, Меметова. Заподозрил неладное и хотел уехать, но машина застряла в снегу. Константин вышел, его повалили на снег. К машине вышли также Макасеев и Виталий. Они все стали избивать Константина битой, наносили раны отверткой. Еще одному члену семьи Уваровых не оставили шансов на жизнь.
Макасеев с телефона убитого ими Константина Уварова отправил СМС его жене. «Дорогая, Тёма подвернул ногу, мы в травмпункте, где большая очередь. Нас не жди». Подельники нашли ключ от квартиры Уваровых, сели в машину и поехали доводить свое страшное дело до конца. И мы решили максимально ускорить этот процесс, в том числе и из гуманных побуждений, то есть чтобы жертва не мучилась. Мы взяли отвертки и хотели, пока она спит, сразу проткнуть глаза, то есть чтобы она моментально умерла. У нас это не получилось. Она проснулась, закричала, начала оказывать сопротивление, началась борьба. В этот момент в дело вступил Виталий, нанес ей около 2-3 ударов по голове битой. Точно не могу утверждать, но с вот этого положения, кажется, наносил ей удары примерно по затылку. Тоже с большого размаха, с большой силой. Несколько ударов, около 3 где-то. После чего жертва уже потерпевшая уже не сопротивлялась. Когда они ее тут побили, она встала. Они, когда уехали, она встала, пошла к ванной. Вот до угла вот до этого дошла, потом вернулась. Одна тапочка там была, а это босса или как, сюда вот она пришла. И за ручку держалась. Вот. И они в это время 2-й раз приехали ведь. Они ее дважды убивали. Присмотрели телевизор, монитор, iPhone сенсорный, 4-й вроде, сабвуфер, колонки, документация разная. Обнаружили сейф, я тоже его увидел, но даже не сделал никаких попыток по вскрытию сейфа. Врачи не смогли спасти Юлию Уварову. Через 10 дней она скончалась в больнице от полученных травм. Пока она умирала в клинике, Макасеев, Меметов и несовершеннолетний Виталий со своей подругой Алиной на съемной квартире отмечали свои подвиги. Выпили, закусили, потом опять выпили. 12 марта преступная компания, несколько дней не приходящая в трезвое состояние, была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Следом был арестован и несовершеннолетний Ренат. Подозреваемые дали признательные показания об убийствах таксистов и семьи Уваровых. Почти год длилось следствие. Были проведены многочисленные экспертизы, допрошены десятки свидетелей. Последственные указали места, где они спрятали трупы убитых таксистов. В обвинительном заключении неоднократно подчеркивалось, что преступники действовали с особой жестокостью, осознавая мучительность причиняемых телесных повреждений, проявляя исключительное безразличие и безжалостность даже к мертвым людям. Есть феномен агрессивных самородков, люди, которые имеют большую долю агрессии. А ведь агрессия есть у всех. Более того, у подростков в подростковом периоде всегда есть агрессия. Но не все, я еще раз говорю, выходят на уровень криминальной агрессии. И вот когда они вместе сходятся, они образуют нечто. То есть агрессивный некий социум. Они себя нашли. То есть маленькие индивидуальные независимые агрессии в небольшой группе методом самоподкрепления этих агрессивных эмоций усиливаются все больше и больше. И они все ее больше и больше развивают и выходят на уровень, которого сами по себе бы они ни за что бы не достигли. Они как раз вытаскивали труп из машины. Виталик и Коля. Угу. И Руслан, который как раз подбегал. То есть они втроем, что ли, труп уже? Да, они спустили его во враг. Коля на нем попрыгал сверху. И потом они закопали его. Попрыгал где? На лице, на голове? Где ребра, вот тут вроде. Просто 2 ногами стал прыгать? Да, попрыгал. А потом сказал, что так, и Коля типа в воздух уходит. Прикольно. Выходит воздух откуда?
Любимый прием криминальной четверки «отверткой в глаза» наводил мысль о самых кровавых фильмах ужасов. А легкость, с которой они шли на убийство, удивляла даже опытных судебных психиатров. Так психически здоровый Николай Макасеев на допросе сказал буквально следующее. «Я увидел одну семью в соседнем доме. Со стороны они выглядели как обеспеченные люди. Недолго думая, я решил убить их всех с целью завладения их имуществом в квартире». Такие дела встречаются нечасто, поскольку такая жестокость и бесчеловечность, с которой вот столкнулся при рассмотрении данного уголовного дела, бывает очень редко. Тем более, что на скамье подсудимых было двое несовершеннолетних лиц. Одному из подсудимых было 15 лет, другому 16 лет. И поражала та жестокость, бесчеловечность, с которой совершались эти преступления, эти убийства. Никакого прощения у потерпевших не попросили, никакого раскаяния в их словах не было, а подсудимый Макасеев лишь выразился нецензурно в адрес всех участников процесса. Через год, 20 апреля 2015 года, Верховный суд Республики Татарстан признал всех четверых виновными. Николай Макасеев осужден к пожизненному лишению свободы. Руслан Меметов получил 22 года колонии строгого режима. Несовершеннолетний Виталий осужден на 9 лет и 8 месяцев в воспитательной колонии. Ренат – на 7 лет. Для казанской пенсионерки Лидии Ивановны Шкурак 8 марта стал черным днем календаря. И все цветы теперь предназначены только для этой могилы, где покоится вся семья ее дочери.